Здравствуйте! Сегодня урок по курсу «Человек-общество» в 10 классе проведу я, Фатьянова Мария Александровна. Посмотрите на этот слайд. Что вы видите? На самом деле это абсолютно разные картины. Разные в том смысле, что между их созданием прошло 22 года. И да, действительно, это работы Малевича и другого художника Пола Бильхода и Альфонса Алле. Сложно ли определить, к какому автору какая картина относится? Как вы думаете, это плагиат? Можно ли назвать картину, написанную Малевичем, позже плагиатом? Нет, так как в них заложен разный смысловой контекст. Теперь другой пример, более бытовой, с которым каждый из вас сталкивался. Ко мне подошла одна из учениц и рассказала, что давала своей однокласснице наушники для телефона сроком на 1 день. Когда день прошел, одноклассница возвращать наушники отказалась. Сначала она говорила, что забыла их дома, а потом оказалось, что они сломаны. Вам приходилось сталкиваться с такой ситуацией? Вот две ситуации, что в них было общего. Что стало предметом спора? В первом это было авторство, а во втором наушники. То есть какое-то право или вещь. Подумайте, к какой отрасли права относятся эти две ситуации. Сегодня мы с вами изучаем гражданское право и договорные отношения. Какой будет наша основная цель? На уроке мы разберем, что такое гражданское правоотношение, виды договоров. Будем применять теоретические знания в процессе решения познавательных задач. Гражданское право – это отрасль права, регулирующая имущественные и некоторые личные неимущественные правоотношения. В гражданские правоотношения человек вступает практически каждый день. Вы купили что-то, написали стихи и договорились с издательством о его публикации. Получили по наследству дачу, нашли клад. Эти и другие жизненные обстоятельства становятся основанием возникновения гражданских правоотношений, обязательными элементами которого являются субъект, объект и содержание. Участниками гражданско-правовых отношений, субъектами, могут быть физические лица, это граждане государства, иностранные граждане, лица без гражданства, и организации, юридические лица, и государства. Физические лица становятся субъектами гражданских правоотношений, если они обладают гражданской правоспособностью и дееспособностью. Например, каждый гражданин имеет право купить квартиру или дом, имеет в собственности имущество, получить наследство, заключать определенные сделки. Правоспособность граждан возникает с момента рождения и прекращается со смертью. Правоспособность – это возможность иметь указанные в законах права и обязанности. Однако, чтобы стать собственником имущества, приобретать определенные вещи, заключать сделки одной правоспособности недостаточно. Необходимо обладать и дееспособностью. Не все граждане могут осуществлять гражданские права и обязанности. Например, малолетний ребенок не может заключить договор купли-продажи автомобиля или квартиры, поэтому не все граждане обладают дееспособностью. Возникновение и объем дееспособности определяются возрастом и состоянием здоровья человека. Согласно Гражданскому кодексу Кыргызской республики, с момента рождения и до 6 лет ребенок считается полностью недееспособным. Ко второй группе относятся граждане от 6 до 14 лет, малолетние. Они могут самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, купить хлеб, молоко, школьные тетради. Сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, например, получение подарка. Сделки по распоряжению средствами, полученных от законных представителей. Например, родители дают деньги сыну-первокласснику для оплаты школьной экскурсии. Средства могут быть предоставлены и для свободного распоряжения. Например, папа дал деньги сыну на карманные расходы. Ответственность за совершенные сделки и завершенные поступки малолетнего ребенка несут родители, усыновители или опекуны. К третьей группе относятся граждане с 14 до 18 лет. Они имеют большой объем дееспособности. Кроме сделок, которые могут совершать малолетние, несовершеннолетние этой группы вправе распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами, осуществлять права автора произведения искусства, науки или литературы, например, издать сборник стихов и получить гонорар,
вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими, например, открыть счет в сберегательном банке. Имущественную ответственность за причиненный вред по этим сделкам несут сами несовершеннолетние в пределах своих доходов или имущества. Если же у несовершеннолетнего нет имущества или заработка, достаточного для возмещения причиненного им вреда, то недостающая часть возмещается его родителями. Признание гражданина дееспособным и объем его дееспособности зависит от состояния здоровья. Гражданин, который в силу расстройства своей психики не может объективно оценивать свои действия и возможные их последствия, может быть признан недееспособным в судебном порядке. Над ним устанавливается опека. Он не может самостоятельно совершать какие-либо сделки. От его имени и в его интересах сделки совершает опекун. Если гражданин вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, то суд может ограничить его в дееспособности. Такой гражданин вправе будет совершать только мелкие бытовые сделки. Совершать иные сделки он может лишь с согласия попечителя, а вот имущественную ответственность по сделкам и ответственность за причиненный вред он несет самостоятельно. Еще одним фактом является возраст. Суд может ограничить или вообще лишить прав несовершеннолетнего распоряжаться своим заработком или стипендией, если будет установлено, что он тратит деньги на приобретение спиртного, играет в азартные игры или иным способом неразумно их расходует. Права и интересы несовершеннолетних охраняют и защищают родители или усыновители. В тех случаях, когда их нет или они лишены родительских прав, над ними устанавливается опека или попечительство. Над малолетними, не достигшими 14 лет, устанавливается опека. Над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет устанавливается попечительство. Опека устанавливается также над теми гражданами, которые признаны в судебном порядке недееспособными. Попечительство же устанавливается над гражданами, ограниченно дееспособными в связи со злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими средствами. Полностью дееспособным гражданин становится по достижении совершеннолетия, то есть когда ему исполнится 18 лет. С этого возраста гражданин может самостоятельно совершать любые сделки, отвечать за их исполнение или ненадлежащее исполнение, нести самостоятельную ответственность за причиненный вред. В некоторых случаях несовершеннолетний может быть признан полностью дееспособным. Этот процесс называется эмансипация. Это возможно при наличии 3 условий. При исполнении 16 лет, и когда несовершеннолетний работает по трудовому договору, контракту или с согласия родителей, усыновителей или попечителей, занимается предпринимательской деятельностью. Полностью дееспособным несовершеннолетний объявляется решением органа опеки и попечительства. Если родители, усыновители или попечители не дают согласия на объявление несовершеннолетнего дееспособным, то такое решение принимает суд. После эмансипации несовершеннолетнего, то есть признания его полностью дееспособным, его законные представители, родители, усыновители или опекуны не отвечают по его обязательствам. Это означает, что родители не будут оплачивать долги, возмещать ущерб, причиненный сыном или дочерью, если они признаны дееспособными. Гражданин, вступивший в брак до совершеннолетия, то есть до 18 лет, становится также дееспособным в полном объеме. Это понятно, иначе бы он не мог сам выбирать фамилию, воспитывать детей, заключать определенные сделки. При условии снижения брачного возраста брак может быть зарегистрирован и с несовершеннолетним, то есть достигшим 17 лет. Юридические лица приобретают правоспособность и дееспособность одновременно с момента государственной регистрации. Вспомним, к юридическим лицам относятся коммерческие организации, имеющие в собственности или управлении обособленное имущество, например, завод по переработке сахарной свеклы или ювелирный магазин, или школа, в которой вы учитесь. К объектам гражданских правоотношений относятся почти все, что нас окружает. Вещи, услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага.
Содержание гражданских правоотношений становится неразрывны друг от друга права и обязанности участников правоотношений. Например, если вы что-то покупаете, то имеете право получить качественный безопасный товар, но при этом обязаны заплатить цену. Чтобы стать собственником вещи, необходимо ее купить, получить в дар или по наследству. Если лицо причинило вред другому, то оно обязано возместить его. Таковы элементы гражданских правоотношений. Теперь рассмотрим имущественные и личные неимущественные права. Имущественные и лично-неимущественные отношения возникают в сфере частной жизни граждан и организаций и связаны с правом собственности. Поэтому гражданское право относится к сфере частного права и применяется лишь тогда, когда отношения людей и организаций связаны с материальными благами или результатами человеческого творчества. Имущественные отношения возникают в связи с материальными благами, например, при купле-продаже, дарении, обмене, оказании различных услуг. Имущественные отношения – это главным образом товаро-денежные отношения. Например, вы купили автомашину, значит, машина стала его собственностью. Право собственности порождает также владение, пользование и распоряжение. Владение предоставляет право быть собственником машины. Пользование предоставляет вам право ездить на данном транспортном средстве, а распоряжение дает право решать, будете ли вы ездить на машине сами, или подарите его, или продадите. Право собственности также порождает и обязанности содержать имущество в надлежащем виде. Например, неисправные тормоза автомобиля могут привести к аварийной ситуации на дороге. К объектам имущественных отношений относятся вещи, но не все. Объектом правоотношений не могут быть отдельные виды вооружения, ядерная энергия, сильнодействующие яды. Вещи могут быть делимыми и неделимыми. Например, дом – вещь делимая, а автомобиль – нет. Вещи бывают движимые и недвижимые. К недвижимым вещам относятся земельные участки, воздушные и морские суда. Все сделки с недвижимостью требуют государственной регистрации. К объектам имущественных отношений также относятся деньги и ценные бумаги. К гражданским правам также относятся личные и неимущественные отношения. К личным неимущественным отношениям могут быть двух видов. Связанные с имущественными отношениями, когда, например, автору произведения искусства, литературы или науки выплачивают установленное законом вознаграждение. И не связанные с имущественными отношениями, в этом случае речь идет о правах, неотъемлемых от человека и поэтому неотчуждаемых. Например, такие блага, как право на жизнь, право на честь и достоинство, право на имя, которые не могут быть оценены в денежном выражении. Не все гражданские права и обязанности исчезают с его смертью, некоторые могут быть переданы по наследству. Наследование по закону действует, когда оно не отменено и не заменено завещанием. Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители. Второй очереди являются родные братья и сестры, дедушки и бабушки. Второе наследование – это по завещанию. Оно представляет собой акт распоряжения имуществом, материальными или нематериальными благами на случай смерти. Должно быть подписано завещание наследодателем и удостоверено нотариусом. Разберем понятия сделки, их формы и виды. Сделка – это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Например, если гражданин взял взаймы определенную сумму денег и возвратит лишь только часть, то его обязанность изменится. Если же он погасит долг в полном объеме, то обязанность полностью прекратится. В зависимости от того, сколько субъектов принимает участие в сделке, различают односторонние, двухсторонние и многосторонние сделки. Односторонней считается такая сделка, при которой действие одного лица порождает права и обязанности для себя и для других лиц. Например, завещание составляет только одно лицо, завещатель, а права и обязанности могут возникнуть у других лиц, наследников.
Двухсторонняя сделка совершается двумя лицами, например, покупателем и продавцом, дарителем и одаряемым. В многосторонней же сделке участвуют 3 и более лиц, например, несколько человек договорились построить многоквартирный дом или создать юридическое лицо. Это акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью. Договорные отношения могут совершаться в устной или письменной форме. Договор совершается в устной форме, если ее участники договорились о необходимых условиях на словах устно. В устной форме совершаются мелкие бытовые сделки, например, проезд в общественном транспорте, покупка хлеба или молока. Письменная форма договора бывает простой и нотариальной. Простая форма совершения договора предполагает составление документа договора, в котором указываются условия сделки. Он подписывается ее участниками. Если одним из участников сделки договор не будет подписан, то сделка считается недействительной. В простой письменной форме совершаются сделки организаций между собой и с гражданами. Сделки между гражданами на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз установленный законом месячный минимальный размер оплаты труда. При нотариальной форме совершения договора требуется, чтобы на документе была удостоверительная надпись нотариуса или другого должностного лица, имеющего право совершать нотариальные действия. Например, завещание на случай смерти должно быть совершено в нотариальной форме. Если форма сделки не соблюдена, то она считается недействительной. Сделки бывают возмездными, безвозмездными. Возмездность выражается в передаче вещей, выполнение работ или услуг, купля-продажа, обмен вещами и другое. Безвозмездная сделка предполагает совершение одной стороной действия в пользу другой, без встречного вознаграждения, например, дарения. Гражданско-правовая ответственность – одна из форм государственного принуждения. В отличие от других видов юридической ответственности, она связана с применением санкций имущественного характера и восстановлением нарушенных прав. Гражданско-правовая ответственность может быть договорной и внедоговорной. Договорная ответственность наступает в случаях, предусмотренных законом и соглашением сторон, заключивших договор. Внедоговорная ответственность наступает только в случаях, когда она предусмотрена законом. Например, если вред или убытки причинены лицу, не состоящему в договорных отношениях. В случаях, когда на обязанной стороне выступает несколько лиц, их ответственность может быть долевой, солидарной или субсидиарной. Долевая ответственность означает, что каждый из должников несет ответственность в определенном доле. Например, наследники отвечают по долгам наследодателя в размере доли перешедшего к ним имущества. При солидарной ответственности кредитор имеет право предъявить требования к любому из должников, а остальные должники, в свою очередь, будут нести ответственность перед лицом, возместившим ущерб, но уже в равных долях. Например, если несколько лиц причинили вред, потерпевший может взыскать возмещение вреда в полном объеме с любого из них. Субсидиарная ответственность – это дополнительная ответственность. Например, несовершеннолетние дети в возрасте от 14 до 18 лет несут ответственность за причиненный ими вред на общих основаниях. Но в случаях, когда у несовершеннолетнего нет имущества или заработка, достаточного для возмещения причиненного вреда, ущерб должен быть возмещен соответствующей части его родителями. Давайте повторим основные понятия нашей темы. С какого возраста можно провести процесс эмансипации? С 16-летнего возраста. Является ли государство главным субъектом гражданских правовых отношений? Нет, государство стоит наравне с другими субъектами. В какой момент юридическое лицо получает правоспособность и дееспособность? В момент регистрации и единовременно. В каком возрасте наступает полная дееспособность? В возрасте 18 лет. Выберите, пожалуйста, какие сделки могут совершать малолетние. Малолетние могут совершать сделки купить хлеб или получить подарок. Выберите, пожалуйста, что относится к объектам имущественных отношений.
К объектам имущественных отношений относятся акции, кредитная карта и машина. Определите, к какому виду сделки относится данная ситуация. Гражданин М написал в нотариальной конторе завещание на имя своего племянника. Это односторонняя и письменная сделка. Вспомните обязательные требования к письменной нотариальной сделке. Обязательными требованиями являются требования, чтобы на документе была удостоверительная надпись нотариуса или другого должностного лица, имеющего право совершать нотариальные действия. Разберем ситуацию. Гражданин М в магазине купил телевизор. Этот факт подтвержден товарным чеком и отметкой магазина в техническом паспорте на телевизор. Через неделю телевизор вышел из строя, нет изображения. Гражданин М обратился в магазин с требованием о распоряжении договора о купле-продаже и возврате уплаченной за телевизор денежной суммы. Магазин отказался выполнить требования покупателя, сославшись на то, что у телевизора имеется гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи, и поэтому ему следует обратиться в гарантийную мастерскую, где и будут безвозмездно устранены недостатки в телевизоре. Законны ли требования гражданина М? Да, законный покупатель вправе требовать замену товара или отказаться от товара и потребовать деньги. Покупатель вправе предъявить продавцу требования по поводу недостатков товара в течение гарантийного срока. Подумайте, будет ли данная сделка считаться недействительной? После смерти Андрея Ивановича его сын Борис узнал, что отец завещал свой дом квартиранту Сергею. Борис не согласился с таким завещанием и оспорил его в суде. Почерковедческая экспертиза установила, что завещание подписано не Андреем Ивановичем, а другим лицом. Данная сделка будет считаться недействительной, так как был установлен факт подделки документа. Хочу закончить наш урок словами Самуэля Джонсона. Закон есть высшее проявление человеческой мудрости, использующее опыт людей на благо общества. До свидания, спасибо за урок.